Правительство России приняло ряд новых антикризисных мер. Об этом на оперативном совещании сообщила первый зампред правительства Коми Эльмира Ахмеева. Подписано постановление для возобновления заключения соглашений о защите капиталовложений. Механизм предполагает возмещение затрат на инфраструктуру и стабилизацию условий предпринимательской деятельности для инвесторов. Фонд развития промышленности докапитализирован еще на 8,2 миллиарда рублей. Это позволит оказать поддержку уже работающим предприятиям, которые получат возможность повысить уровень автоматизации и цифровизации своих производств. Получат поддержку и самозанятые, которые ведут личное подсобное хозяйство. Им стали доступны льготные кредиты по ставке от 1 до 5% годовых сроком до 12 лет. Кроме того, сельхозпроизводители получили возможность пролонгировать ранее привлеченный льготный инвестиционный кредит на строительство новых тепличных комплексов с 12 до 15 лет. В 2022 году из резервного фонда правительства Российской Федерации выделены бюджетные ассигнования для предоставления регионам, которые принимают лиц, постоянно проживающих на территориях Украины, ДНР и ЛНР, прибывших в экстренном массовом порядке в Россию. Согласно распределению, иной межбюджетный трансфер для Республики Коми определен в размере 464,8 миллионов рублей. Кроме того, сейчас на федеральном уровне ведется подготовка комплекса мер поддержки предприятий лесного сектора. Это особенно актуально для нашего региона.